Древний народ ожил спустя 1000 лет. Надписи, обнаруженные при раскопках кушанских зданий, позволили раскрыть династийную историю империи, но, самое главное, кушаны заговорили. И мы узнали язык и письмо, которые они использовали. В знаменитой надписи Канишки говорится, что он издал указ на греческом, а затем переложил его на арийский, бактрийский, подтвердив принадлежность кушан к восточным иранцам. За 6 веков до Канишки ахеменидский царь Дарий написал на Бехистунской скале в VI веке до нашей эры похожие слова. По воле Ахурамазды вот надпись, которую я сделал. Сверх того она была исполнена по-арийски и на пергаменте, и на коже. Воззвания по своему жанру сходны с царскими ахеменидскими и сасанидскими обращениями, но, в отличие от них, кушанские владыки не слишком увлекались хвалебными панигириками. Здесь тексты представляют скорее деловую информацию. Письменные источники и археологические находки последних лет ставят точку на ошибочных воззрениях некоторых фольк-историков, относящих кушан и пришедших после них эфталитов к тюркам или монголам. По крайней мере, сами кушане себя такими точно не считали. Большинство имен на их надписях носят явный иранский след – Хиргоман, Бурзнихар, Михраман, Бурзнихар-Пухар, Амихраман и другие. Не обязательно надо быть лингвистом, чтобы увидеть в кушанских надписях знакомые слова, сохранившиеся в современном таджикском языке, например, упомянутый Шохиншох, Фрамана, Фармон, указ, Гаде-Ахуда, Господь, Зебо-Зебо, красивый.